И добрый понедельничный вечер, дорогие телезрители национального телевидения. В эфире, как всегда, в 19:30 по понедельникам выпуск программы «Не пропустите главного». И с вами я, Дмитрий Аргунов. 18 февраля началась, с позволения сказать, декада архитектуры, которая завершится уже в марте, 3 числа марта, и на которой разбираются одни из важнейших задач. В каких условиях, в каком окружении мы с вами, горожане и жители других населенных пунктов республики, будем проводить, скажем так, свою жизнь. Архитектура – это вещь такая, она вроде как касается и эстетики, но в то же время она тесно граничит с различными конкретными очень свойствами тех или иных конструктивов. И о проходящей декаде архитектуры, о значении архитектуры в целом и, может быть, о превратностях самой профессии мы сегодня поговорим с нашей замечательной, компетентной и очень разносторонней, надеюсь, аудиторией. Мы начинаем. С праздником, товарищи архитекторы, с проходящим, не у каждой профессии бывает такая декада там учителя там, и так далее, и так далее. У вас целая декада архитектуры, которая, позволяет, наверное, раздухариться так плечом, да, и сказать, была не была, давайте мы вынесем самые наши смелые проекты. Насчет смелости мы еще поговорим, но вообще давайте о значении профессии, о значении архитектуры в целом для, не знаю, есть же такое понятие восприятия мира, да? Оно у нас... Иду я между рядами серых домов, в которых живут или жили люди. Да? О значении архитектуры. Спасибо, Дима. Да. Конечно же, архитектура – это очень много значит для всех нас, для жителей городов, для людей, которые работают в этой профессии. Архитектура – это все, что нас окружает. Причем то, что мы сегодня видим, вся городская среда, живем ли мы в городе или на селе – это архитектура. Вот вопрос, какой должна быть эта среда, это вопрос к нам, к профессиональному сообществу, сообществу архитекторов. Союз архитекторов. Который у нас на территории Республики Саха-Якутия представляет Союз архитекторов Якутии. Вопрос, как формируется эта среда, какие здания появляются, действительно вопрос к нам, к архитекторам, как профессиональному сообществу. Выражение, что Якутск все больше принимает очертания столичного города, набивает уже немножко оскомину, может быть. Да? И все-таки какой должна быть столица, вот в вашем понимании? Давайте не только вы подключаетесь, как главный архитектор города, да? Все представители, скажем, сообщества. Начнем. Я, конечно же, хочу сказать, что столица – это полифункциональность прежде всего. То есть в столице аккумулируются все функции, разные функции. Мы ведь говорим о том, что город Якутск является научным, образовательным, административным, культурным и со многими функциями связанным центром Республики Саха-Якутия. И, соответственно, от этого зависит облик тех зданий и сооружений, которые у нас в городе появляются. То есть это не просто жилые дома, это не просто там отдельно взятые какие-то социальные функции, это прежде всего характеристика именно вот такой многофункциональности города Якутска. Не слишком ли запутаем, скажем так, обывателей? Да, давайте языком, может быть, чуть менее профессиональным. Я бы еще что добавил бы. Такой, что наш город очень сильно изменился за последние 10-20 лет. Если взять, так сказать, 20 лет назад посмотреть, то город вообще... Сейчас приезжают многие и говорят, да не узнают наш город. За эти последние даже 10 лет так много изменилось, так много строек идет, и дай Бог, чтобы так дальше шло. Да? И мы, архитекторы, здесь вносим свою лепту. Мы отвечаем за общий облик города, за то, чтобы как поставить то или иное здание, тот или иной комплекс или даже квартала. Вот насчет кварталов, давайте тут вопрос немножко. Вы, конечно, как люди творческие, очень, наверное, рады, когда вам дают изменить, скажем так, фасадную часть города, да? Какие-то парадные какие-то здания и так далее, и так далее. А вот что делать с такими разрозненными жилыми кварталами, которые, как были в 70-х годах, Георгий Ильич, они так и остаются.
Квартала разрозненные, что ли? Нет, почему? Ну, те же КПДшки, те же 116 и так далее, и так далее. Вот что до архитектуры, скажем так, повседневной? Но есть вот фасадные, да, какие-то, не знаю, парадные здания. Ключевые какие-то. Дима, можно я скажу о том, что на самом деле архитектура, конечно, она включает в себя разные функции. И есть как бы 4 вида архитекторов, да, которые занимаются тем или иным в архитектуре. Есть архитекторы-градостроители, которые отвечают как раз вот за планирование города. Как будет развиваться, например, тот или иной квартал. Вот мы, архитекторы-планировщики, градостроители, отвечаем за эту зону. Есть архитекторы объемного проектирования, те, которые отвечают за облик отдельно взятых зданий и сооружений. У них, казалось бы, самая интересная вот эта часть архитектуры. Да? Есть архитекторы, которые отвечают за внутреннее состояние, например, интерьеры, дизайн интерьеров. Мы почему декаду называем декада архитектуры и дизайна? Потому что без внутренней составляющей мы тоже не можем представить архитектуру. То есть вот есть такие разные как бы сферы в архитектуре, где каждый несет свою ответственность. Что касается... Да, а есть еще образовательная функция. То есть вот мы же в рамках нашей декады акцент делаем именно на детской школе студии архитектуры и дизайна, которой в этом году 20 лет исполнилось. То есть само понимание обществом, что такое архитектура, зависит от того, как наши сегодня жители города воспринимают архитектуру. Можно быть профессионалом, а можно быть обычным жителем, но понимать суть архитектуры, гармония, ритм, метр. То есть есть какие-то основы архитектуры, которые позволяют развивать города в качественном как бы, порядке. Да? Именно для этого существует вот ваша школа-студия. Да? Именно для Я этого. вот этот момент тоже во время утреннего притирочного, скажем так, эфира не понял. Есть же дети рисующие обычно, которые, склонность к изобразительным искусствам и так далее, и так далее. Вот они есть и есть. А зачем их вычленять отдельно, скажем так? Это как, не знаю, те дети, которые танцуют народные танцы или танцуют бальные танцы. Ну, конечно, основной миссией школы является все-таки воспитание профессиональных кадров будущих, да, но никто не говорит о том, что все эти дети станут профессиональными архитекторами. То есть те дети, которые учатся, они же, познавая азы архитектуры, возможно, в недалеком будущем станут нашими потенциальными грамотными заказчиками, грамотными жителями города, которые будут совершенно другие требования предъявлять городской среде. Потому что сегодня важно вообще, как люди, горожане, какие требования предъявляют. Да? Можно жить вот в том, что мы имеем, а можно хотеть большего. Вот это во многом зависит именно от образовательной функции. Насколько мы сегодня нашим детям дадим азы этой профессии, азы этого интересного как бы мира архитектуры. Ну в этом, наверное, и отличие вот от 70-х, 80-х годов, когда средней семье было фактически неважно, лишь бы крыша была над головой, да? А сейчас есть возможность выбора, да, то есть вид из окна там, на чудесное Сосарское озеро или там на Лену, или выбрать какую-то там высотку мы напротив. обустраиваем дворы наши, например. Вот. Вид из окна во двор, каким он должен быть? Во многом же многие люди до сих пор, например, не знают, двор и двор, и мы относимся к этому как к чему-то такому общему. Да? Очень трудно привить понимание того, что двор – это моя собственность. Ведь если мы смотрим на весь мир цивилизованный, то почему в Германии вот все дворы идеальные? Потому что там каждый земельный участок имеет собственника. Вот. А привить это нужно с детства. Понимание того, что двор – это именно твоя территория, частная территория. Внутреннее состояние квартир тоже, ведь интерьер, не все имеют там какой-то вкус особый. Да? То есть многие люди обустраивают свои квартиры по мере возможности. А можно ведь нанять профессионального дизайнера, заказать проект этого интерьера, да? И сделать свое пространство совершенно другим, качественно другим. Вот для этого мы и воспитываем наших детей, чтобы они изначально с детства уже понимали эти категории и вырастали такими жителями, которые могли бы совсем другие качественные характеристики задать нашему городу, вектор другой привить, развитие города. То, что Якутск является, в большинстве своем городом многоквартирных домов, это накладывает свою специфику. Есть же города, которые, даунтаун как даунтаун, да, центр города, многоэтажные там торговые центры, административные учреждения и спальные районы, которые малоэтажные. Это, наверное, накладывает свою специфику. У нас же многоэтажное все, поскольку достаточно компактное такое поселение, да? У нас как раз спорный вопрос. У нас, к сожалению, город развивается не так качественно, как нам хотелось бы. У нас очень большое количество территорий отдано под индивидуальную жилую застройку. Однако характер городской застройки сегодня не определен. Мы продолжаем строить так же, как и на селе.
Давайте примем телефонный звонок нашего зрителя. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. У меня Здравствуйте. вот такой вопрос есть. Сейчас, конечно, очень много стали строить. И дело в том, что учитывается ли при постройке то, что вот, например, высотные здания вдоль дороги стоят, они загораживают свет дневной тем зданиям 4-5-этажным. Свет в квартиру мне, по-моему, кажется, не заходит. Ну, я хотел бы, Мало света, да? я хотел бы ответить. Конечно же, архитектор должен спроектировать таким образом, чтобы окружающие дома тоже обеспечивались инсоляцией. Это учитывается, конечно. И кроме этого учитывается и вновь строящегося дома тоже с обеспечением нормативной инсоляции. Это, конечно, да. Да, Но- конечно, мы при проектировании учитываем солнце. То есть существуют Ориентироваться на солнце это хорошо, да. Ну, санитарные нормы, которые иначе при выпуске проекта просто не пройдешь экспертизу. Ну и в наших условиях в каждую квартиру должны мы обеспечить 2,5 часа в период с 22 апреля по 22 августа. прям чуть ли не Прямой Санпин, да? солнечный свет, да. Прям чуть. А почему тогда была история с бригантиной на 202? Бригантины. Ну, Я могу, да, это вот и Георгий Давайте Олегович, скорее я, всего, да. да, прокомментирует. Ну, Бригантина, если говорить, то в этом месте в свое время, советское время, весь микрорайон 202 был спроектирован. И на этом месте уже заранее, в советское время, стояло высотное здание. Но в то время, видимо, не построили. Не построили, и место осталось как таковым. А люди привыкли, думали, что там ничего не будет, а в генплане оно было. И в итоге землю эту в свое время, я не помню, кто застройщик, взял и решили, вот заказали у нас в горпроекте. И горпроект тогда в то время спроектировал, и мы посадили этот дом. Да, люди не привыкли, они ожидали, что вид, то есть, ну, тем не менее, по инсоляции делались расчет, вот как сказали, 2,5 часа в каждую квартиру, все должно отвечать требованиям. И, кстати, исходя из норм инсоляции, форма этого здания принята именно вот такая Да, вот да, наклонная, да. да, Георгий Олегович не сказал. именно благодаря нормам Именно инсоляции. нормам да. инсоляции, да, обеспечения. Хорошо. Раньше Якутск был, ну, скажем так, 3-4-этажным. Потом он стал 5-6-этажным. Да? В наше время он стал 9-этажным, в большинстве своем. И сейчас пошел уже карабкаться наверх. Да? То есть пошли 14 этажей, 16 этажей, это уже как бы никого не удивишь. А с учетом всех норм безопасности, может быть, особенностей все-таки локальных, насколько это безопасно, товарищ архитектор? Давайте я отвечу, да. Вообще у нас город стоит на вечной мерзлоте. Вечная мерзлота, как известно, да, и она примерно толщина там колеблется, не знаю, 200 метров толщиной. И то, что мы строим там дома, на ней упираемся, это совсем для нее несущая способность вечной мерзлоты, она намного больше по несущей способности. Другое дело, там мы технически то, что решить, чтобы вечная мерзлота не растаяла, это решаемо разными способами. В принципе, можно и дальше, и выше строить. Есть на Западе же строят вообще высотные дома, сотни этажей. Там. 36 этажей. Да, в Екатеринбурге, я не помню, 50-этажные дома есть у нас в России, да. Ну, если выполнять все требования по пожарной части, можно и у нас есть тоже строить. А вам не хотелось бы размахнуться, скажем так, на первый 50-этажный дом в Якутске? Ну, вот никому из вас не хотелось этого притворить? Хотелось бы, конечно. А что мешает? Ну, вообще Георгий Олегович же Если- упомянул, да, на самом деле есть понимание того, насколько город, как уже орган местного самоуправления, готов к эксплуатации таких зданий и сооружений. Мы еще совсем недавно строили только максимум 12-этажные жилые дома, и уже после того, как у нас в городе появилась возможность обеспечить пожаротушение для зданий более 12 этажей, мы сегодня в правилах землепользования включили максимальную предельную этажность 16 этажей. То есть это еще и связано с технологиями, с развитием технологий, с обеспечением, то есть с вопросами эксплуатации. Здесь очень много вопросов подключается на самом деле. Обидно, наверное, когда творческий порыв ограничивается длиной пожарной лестницы, да?
Ну, Нет, обидно, не ситуация- обидно, но любой архитектор понимает, что он работает в условиях определенных. То есть экономическая ситуация, в каком городе ты живешь. Мы, слава богу, уже живем в городе Якутске, мы не живем где-то там, не знаю, в Нью-Йорке, где можно строить небоскребы. То есть здесь среда, в которой мы живем, она обязывает уже на какие-то определенные рамки. Конечно, там, не знаю, можно было бы замахнуться на 100 этажей, но как это? мы Я можем все себе жду, позволить? когда из вашей среды прозвучит это. А все, пиши все. Нет, мы же архитекторы, это от нас лично не зависит. Если я заказчика. вдруг, да, я решил 100-этажный дом, это от архитекторов не зависит. Это же зависит от заказчика, от заказа. А заказчик у нас тоже... Архитектура – это отражение Желания общества, заказчика. Общество, вот очень хорошо времени, сказал Георгий. отражение времени, от общества этого времени. В данное время, значит, наше общество не может себе позволить или построить то или иное здание высотное. Товарищи, которые представляют собой общество, давайте замахнемся на первый 50-этажный дом в Якутске. Это я шучу, конечно. Телефонный звонок у нас в студии. Говорите. Говорите. Здравствуйте. Да. У меня вопрос есть. Это житель города Якутска, Игнатьев Алексей Павлович. У меня есть предложение. Вот, допустим, конкурс объявляют по улучшению центра, да? Площадей, улиц. А я предлагаю, чтобы разгрузить город от пробок, сделать дороги по окраине, хорошие дороги. По окружной дороге, допустим. Объявить конкурс, проект сделать такой, чтобы окружная дорога, Хатугрядская дорога, чтобы... Мини-МКАД такой, да? Да, сделать хорошие дороги, даже чтобы для велосипедистов дорога была, для пешеходов. И это здорово разгрузить центр города. Ну, такая идея, в принципе, же не нова, да? Вот. Да, эта идея не нова. Кстати, вот на последней встрече Егора Афанасьевича с общественниками прозвучала идея о том, чтобы как раз веллеры участвовали в экспертизе проектов улично-дорожной сети, да, улиц и дорог. В этом году мы планируем строить 13,5 километров. Вот. И мы, конечно же, с удовольствием, по мере возможности будем пытаться включать велодорожки, например, рядом с дорогами. На самом деле там вопросы все-таки бюджетного финансирования. Вот в прошлом году, я помню, у нас срезали даже, например, часть освещения. Вот. Вот здесь как раз инициатива самих жителей, как гражданского общества, очень важна. Чем больше мы будем говорить о том, какова наша потребность, мы почему вот призываем именно, вот эта наша декада обращена на то, чтобы именно мы, жители города, должны задавать качество той среды, в которой мы живем. Если мы будем сидеть и как бы равнодушно там, мы почему призываем обсуждать наши проекты, говорить идеи, мы хотим выслушать наших жителей, да, и вместе продвигать вот какие-то такие, проекты, которые будут нам полезны, жителям города. Тут еще я бы добавил в ответ на заданный вопрос. Правильно это задают вопрос, что у нас окружная дорога, которая сейчас на самом деле еще есть, она же не доведена до конца. Она уперлась и остановилась через этот мерзлот. В районе Билибина, да. В районе Билибина она остановилась. А на самом деле мы, генпланисты, наши архитекторы, давно заложили эту окружную дорогу. Она вокруг города должна обойти, и вот как и пишется, как и говорится, да? Да. И в итоге у нас там в свое время были проблемы с Академией наук по вечной мерзлоте, да? Они не разрешили в то время, в советское время, проложить дорогу возле медцентра. И в итоге окружная дорога должна через медцентр, через до Красильникова, а дальше пробиться в сторону Чернышевского. В принципе, у нас эти проекты уже... Это самое главное, они зафиксированы, Георгий Георгиевич. Да. У нас красные линии зафиксированы, и мы Да. в любом случае как резерв развития уличной дорожной сети эту картину видим, да? То есть как раз задача окружной администрации, управления архитектуры эти направления видеть. Другое дело, как они реализовываются. Например, улица Пояркова, когда пробивалась, наверное, многие помнят, как долго мы ждали строительства мостов через озеро Солдатское, Солдатское, потом мы строили по Кирова переход, и наконец-то мы построили мост через озеро Сесар. И только тогда смогли эту продольную ось Почему пробить. политизирована архитектура и о генплане, когда он был решен, об этом во второй части нашего разговора.
И мы продолжаем нашу программу «Не пропустите главное». Сегодня у нас в студии в гостях участники декады архитектуры, которая началась 18 февраля и закончится 3 марта. Каждый из горожан может принять участие, ну, наверное, в заключительных уже мероприятиях декады, которые проходят при большом, скажем так, раньше говорили, при большом стечении народа. И прежде чем поговорить, политизирована ли архитектура и какого года все-таки генплан существующий у нас, мы примем телефонный звонок. Говорите, вы в эфире. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, это значит, я хотела бы задать один вопрос. Говорите, говорите. Ага, меня интересует дом на перекрестке Дзержинского и Богатырева, который строит ПКФ «Ормикс». И вот там первый этаж должен быть под детскую художественную мастерскую. Ага, а сейчас нас это, извините, вводит в заблуждение, что Орехов, то есть это директор этого «Ормикса», что-то тормозит с этим домом. И мы тоже все его ждем, когда же его запустят. Он же все-таки в центре города. Вы конкретно по этому дому нам скажите, что нас ожидает? Обидно, когда срывается вот на такую банальную конкретику, да, директор такой-то виноват в том, что отобрали и так далее. Но вопрос остается вопросом. Ну, коротко отвечу, дом будет введен. Просто земельный участок, который был отведен под строительство этого дома, он, конечно, очень маленький, и вопросов было очень много. Но дом построен, практически уже на вводе в эксплуатацию находится, так что жителей просто могу успокоить, что дом будет введен в скором времени. Хорошо. И как было обещано, вопрос аспекту политизированности архитектуры. Ну, мы понимаем все, есть сталинский стиль, да, есть некий брежневский стиль, хрущевский даже можно подразумевать определенный. Да? Но политизированность какого плана? Говорили раньше, вот в 70-е годы улица нашего великого писателя Платона Юнского, она существовала где-то на задворках студгородка, да, который в большинстве своем там деревяшки ютились там. Да? И с приходом, значит, новых времен, 90-е годы, улица Юнского с пониманием того, что насколько, я не умаляю абсолютно значение Платона Алексеевича Юнского, да, но я понял, что ваш-то существующий план, он настолько древних времен, да, вот, и тогда же, вот, в 70-е годы, улица Юнского существовала в виде такого хорошего проспекта. Ну, я бы хотела сказать, что как раз генеральный план является Вот совершенно... какого он года, кстати? Скажите У мне. нас есть несколько генеральных планов. Да. Первый генеральный план, утвержденный 1820 года. Опа. Это все российские города имели по, значит, приказу императора российского должны были иметь генеральные планы. 1820 год. 1820 Следующий года. генеральный план, который у нас, ну, такой прямо имел переломный характер, да, это 1939 года. Потому что понятно, что за это время город, ну, практически преобразовался, перерос в промышленный центр, да, и последний генеральный план в 1959 году был, затем в 1985 году, и последний генеральный план, который тоже достаточно сильно изменился, это 2004 года генеральный план. Вот. После этого мы вносили изменения, но они касаются там изменения границ населенных пунктов, еще какие-то. Но кардинальные перемены, вот последний был в 2004 году генеральный план. На самом деле важна преемственность. Что такое генеральный план? Это стратегия развития города. И основные векторы развития города, они как раз должны сохранять преемственность. Вот вы правильно совершенно, Дима, задаете вопросы. Неважно от того, кто сегодня является президентом, главой или там кто у руля власти, да, или какая политика, какая экономическая ситуация. Направления развития города должны держаться четко и ясно именно на основании генерального плана. И улица Аюнского – это одна из серьезных магистральных улиц, которая была заложена еще в 1939 году. И вот по истечении этих времен она наконец-то пробита и сегодня снимает, ну, большую нагрузку. То есть это магистральные улицы Пояркова, затем у нас Лермонтова, крупные улицы, да? Да. Да, магистральные. Вот. А исторически сложившийся, например, проспект Ленина, мы, к сожалению, не можем его расширить, это уже история. Вот. Но зато проспект Ленина, который выходит на улицу Дзержинского и переходит в автостраду 50 лет октября, вот мы видим историческую преемственность. Да? Все равно проспект Ленина, он считается магистральной улицей. Он очень узкий, на улице Дзержинского он немножко расширяется, а уже 50 лет октября автострада, она уже 50 метров в красных линиях, вот она идет до Намского тракта. Наш общий друг Саша Дьяконов имеет своего рода смелость утверждать, что проспект Ленина в том виде, который мы все его помним, все его знаем, он уже превращается в некий памятник. Да?
памятник архитектуры, такой столб нерушимый, и давайте его придерживаться в таком виде, вот, который он был расцвет, скажем, это 50-е, 60-е годы. Но при этом, скажем, часть зданий приходит в некую негодность конструктивную, да, и приходится что-то предпринимать, чтобы ну, преобразить, скажем так. Вот как быть с этой чашей весов? Но здесь вот как Или раз, придерживаться, скажем, да. облика, или модернизировать? Здесь, конечно, нужно выдерживать баланс, но в части, например, проспекта Ленина я бы сразу хотела сказать, что мы, архитекторы, совершенно согласны с нашими коллегами-историками, краеведами, потому что проспект Ленина в красных линиях составляет всего 35 метров. Вот если мы говорим о том, чтобы здание, которое сегодня имеет 4-5 этажей, да, вдруг перестроить в 9 или выше этажей, да, соответственно, у нас должны и габариты отвечать. А как мы можем расширить эту улицу там, до 50 метров, допустим, необходимых для магистральной улицы, да, если исторически так сложилось, что мы уже вовнутрь квартала не зайдем. То есть здесь сам вопрос возникает о том, что нужно масштаб застройки сохранять и высотность, соответственно, тоже сохранять. А что касается облика, я думаю, вот все архитекторы подтвердят, что важно исторические пласты сохранять. Очень важный исторический пласт – это проспект Ленина, это сталинская эпоха, когда уникальные просто здания, которые еще не являются, ну, еще нету их в реестре памятников истории и культуры, да, не так много времени прошло, но они фактически являются, да, ведь очень интересные, вот и начиная там и русский театр, и здание Ростелекома, здание магазина «Глобус» сегодня, те же жилые дома, которые с маленькими балконами, эркерами, тот же нашумевший дом по проспекту Ленина, 27. Это все наша культура, это наша история, и необходимо ее сохранять в каком бы то там ни было виде. Да, хотя бы на уровне сохранения масштаба, согласитесь? Я здесь тоже хотела поддержать Ирину Дмитриевну, что каждый город, он имеет свое лицо, свое наследие, и надо к нему относиться очень бережно, потому что часто случаются такие ситуации, что в погоне за хорошими заказами, за деньгами как-то вот не следят, и возникают какие-то новые здания современные, которые врезаются в историческую среду, идут на контраст, там, чрезмерно перетягивают на себя внимание, портят линию горизонта, и, получается, несколько разрушают там среду сложившуюся. А Якутск, вот наш город, он не может похвастать таким уж богатым историческим наследием, поэтому, мне кажется, мы должны максимально стараться сохранять все, что у нас есть, вот, начиная, естественно, от самых старых зданий, но и период сталинский, мне кажется, он очень-очень даже ценный для истории нашего города, и надо максимально стараться вот этот, хотя бы фасады сохранить. Если, допустим, здание уже рушится в плохом состоянии, но есть же технологии, когда сохраняется фасад, и все, внутрянка, все новое обновляется, но хотя бы внешний вид мы сохраним. И для наших будущих поколений у них уже будет историческая часть города. А то сейчас же вот наша историческая часть, она же частично новодел. Это как она не частично новодел, я бы сказал, что она на 95% новодел, да? Ну, я хотел бы добавить, что вот эти дома старые, они имеют очень плохую конструкцию в плане фундамента. Вот они сейчас страдают в конструктивном порядке, и фасадные части тоже стареют, потому что у нас климатические условия, они сложные, чем Запад. А технологий нет такого, чтобы усиливать, допустим, фундаменты уже существующих домов? Конечно, есть множество технологий, просто вопрос там, опять же, в правовой форме. Это собственниками сегодня многих жилых домов являются уже физические лица, юридические лица, да? Здесь, которые просто не потянут, да? Да, как это вот тянуть на себе действительно достаточно серьезные затраты по, во-первых, техническую оценку надо сделать, во-вторых, уже заниматься усилениями фундаментов. Но этим люди должны уже себе, понимаете, вот как раз и на это тоже направлена наша декада, немножко людей образовывать, показывать, что вы являетесь собственниками, и вам надо задуматься. А вы, как жители нашего города, тоже должны понимать вопросы сохранения. Можно, конечно, сказать, вот я живу в плохом доме, а давайте я все снесу и приведу инвестора, он построит мне там 9, 12, 16-этажный жилой дом. А можно бережно отнестись к своему городу, к своему дому и как-то вот другие, может быть, механизмы находить для того, чтобы это сохранять. Ну, в этой части, да, новодел является какой-то приемлемой на текущий момент формой сохранения того или иного облика. Да? Ну, в какой-то части. В какой-то части. Я имею в виду старый город в том виде, в котором сейчас он существует. По второй охранной зоне, да, все-таки зала, вернее,
давайте вот сначала посмотрим направление. Вот идет долина, и город растягивается как резиновый вот по обе Это стороны. называется линейная планировочная структура. Линейная вдоль планировочная. реки, да. Да. Ну, и я бы сказал, что это резиновые, да? Линейная. Вот так вот растягивается. То есть к обоим мысам, к Ангаласскому и к Совершенно Табагинскому. верно, да? Эта тенденция сохранится. То есть не будет никаких прыжков наверх и так далее. Но насчет прыжков наверх тоже, кстати, вот есть и уже сегодня мы понимаем, что со строительством ГРЭС-2 возможно Я вот тоже какие-то чувствую, что он протуберанцы неспроста у там нас появился. появятся, да. И мы об этом и не раз говорили, и на предыдущем, вот в 2013 году, когда изменения в генплан делали, уже такие предложения были, да. Просто время, оно такое. То есть все равно город, он же, вот как правильно Дима говорит, он резиновый, да, он стоит, а потом раз, все равно где-то должен прорваться, вот где-то выходы должны быть. И вот мы уже сейчас видим, что в этом году нам надо выходить на Вилюйский тракт, на гору, в сторону Магана, в сторону Намцирского тракта, и где-то давать пути развития для того, чтобы наш город, ну, как-то уже расширялся. В этом отношении модель, которая вот микрорайон Сатал, да, ну, всем хорошо известный, это нормальная форма такого вот развития, расширения. Ну, сложно сказать, нормальная эта форма нет, потому что на самом деле микрорайон Сатал вообще планировался не как часть города, да, а как дачные территории. Я считаю, это неправильная была как бы политика. Вообще определять развитие города за счет наращивания землями сельхозназначения. Ну, это уже не от нас зависело, это вот много об этом можно говорить. Вот, но мы живем с тем, что есть, и что делать? Мы принимаем то, что есть. Вот здесь вот нас иногда архитекторов критикуют за то, что мы идем на поводу там у ранее принятых решений по земельно-имущественным каким-то отношениям, да? Но если мы в этих условиях живем, наша задача сегодня обеспечить, ну, какое-то регулирование регулирование этой застройки, потому что очень сложно. Хатасские земли эти нашумевшие, помните, видимо, 10-16 километров. Да. Люди хотят строиться, а как строиться, когда нету ни дорог, ни сетей, многодетные семьи тоже вопросы задают. То есть у нас это все нужно гоняться, и самое главное, нам нужно быстрее, как сказать, еще другие дать площадки для того, чтобы город развивать. Давайте телефонный звонок примем. Говорите в эфире. Говорите. Алло, здравствуйте. Я хотел бы спросить тоже о пробках в городе Якутске. Алло. Да, говорите. Пробки? Пробка в городе Якутске. Можно ли какой-нибудь перекресток сделать экспериментальным в центре? Пешеходные переходы по верху дороги и сам перекресток сделать круговым. Есть ли такой проект? Очень интересный вопрос. Совсем недавно мы на правительстве рассматривали вопрос строительства перехода на улице Лермонтова. То есть там это уже сегодня назрело. У нас единственный наземный переход есть в районе окружной дороги. Это улица возле столичного рынка. Да. И многие люди недоумевали вначале, почему это так далеко переход, когда вот столичный рынок, тут нужно переходить. Но сегодня уже никто эти вопросы не задает, потому что окружная дорога появилась, она ушла вот в сторону реки, да, и этот переход очень оправдан. Сегодня, посмотрите, там никто, и самое главное, органы ГИБДД заявляют о том, что там в разы сократилось количество, ну, практически, слава богу, сегодня нет ДТП в этом районе, да, то есть надземные переходы, они решают проблемы вот этого транспорта и пробок. И то же самое мы вот сейчас думаем по улице Лермонтова. Помните, у нас улица Пушкина была, когда мы хотим все-таки пешеходно-транспортного назначения сделать, да? Поэтому вот мы тут рекомендовали правительству, если рассматривать строительство надземного перехода, то было бы очень логично его сделать в районе улицы Пушкина. Опять люди начнут задавать вопросы, почему не на Кирова, да? Почему не на Короленко, там вопросы будут, но мы как архитекторы, которые планируем город, все-таки видим, что именно там было бы очень логично разместить вот такой надземный переход. Вопрос единственный в обеспечении доступности для маломобильных групп населения. То есть как на эти переходы забираться людям там, с детьми, инвалидам, престарелым. Да. То есть здесь вот у нас, к сожалению, пока с этими технологиями проблемы. То есть если во всем мире это или подземные, да, там, лифты или наверх поднимаются, то у нас вот если мы этот вопрос решим, то я думаю, надземные переходы у нас могут появиться в городе Якутске. Ирина Дмитриевна, коллеги Ирина Дмитриевна, а вообще эстакадные дороги, они же являются одним из ключевых таких, вернее, тех решений наших транспортных вопросов, которые, они на виду, и они вот висят, скажем так, витают в воздухе. Да? И я помню с Игорем Германовичем, когда он был первым заместителем главы городской администрации работал, про тот же опять нежданный Покровский тракт, да, где
пучинистость не позволяла. В принципе, когда ДСКшники сами уже сказали, не будем ничего тут делать, вот, когда дорога там строилась, да, в принципе, вот одно из решений — это эстакадные дороги же были. Почему их так мало, скажем так, вот в условиях мерзлоты, в условиях, скажем так, вот этих линз и так далее, эстакадные дороги — это... Надо признать, это недальновидность наша, потому что вот мы сколько планировали такие развязки, и как раз вот там, где сейчас, я говорю, столичный рынок, да, развязку планировали на перекрестке Вилюйского тракта, развязку на улице Петра Алексеева, которая должна пробиться до окружной дороги, развязку на улице пересечения автодорожной с Красильникова, да, но такова ситуация, что, к сожалению, там практически, ну вот, настолько земельных участков понараспределяли, что для того, чтобы развязку там организовать, сегодня условий уже практически нет. В общем, земельный вопрос губил всю нашу красоту на корню. Да? Есть такое. Получается. Да, я завидую жителям Улан-Удэ или Иркутска, которые, в принципе, более комфортных для восприятия условий. И все-таки ключевой вопрос сегодняшней нашей программы. Да? Снесут 4-й магазин или нет? Давайте о конкурсе на реконструкцию площади Орджоникидзе, который в качестве некого эксклюзива Ирина Дмитриевна мне обещали. Да, ну давайте я, наверное, введу вообще в курс, чего ради затеивался этот конкурс. На самом деле, пока нету вообще речи о том, что снесут этот магазин, люди же ожидают от этого конкурса. Да. Мы вообще почему провели этот конкурс? Потому что сегодня все мы знаем, что по Петра Алексеева стоят двухэтажные жилые дома, уже практически, последний дом вот уже на этой неделе снос начинается, да. Значит, что-то там должно появиться. Более того, значит, собственник дома охотника, который сегодня есть, и автором, кстати, является отец Романа Ивановича Лукина, Иван Семенович Лукин, тоже возжелал построить на этом месте высотный объект. Кроме этого, здание Лорпа, рядом с которым стоит главпочтамт, вот какая-то такая у нас есть земельный участок, на котором сегодня очень неприглядное кафе стоит, да? Или какой-то объект, то ли МТС там, или еще что-то. Есть момент того, что Лорп тоже хотел бы, возможно, надстройку построить. То есть есть такие желания, инициативы от самих собственников, и они идут в управление архитектуры и градостроительной политики с эскизными проектами. И вот когда мы на градостроительном совете еще летом при главе этот вопрос рассматривали, такие проекты, да, а шли проекты там 14 этажей, вот место там по Петра Алексеева, вопросы сразу, а почему должно быть 14 этажей? А почему дом охотника вдруг должен появиться 16-этажный жилой дом? Вот для того, чтобы снять эти вопросы и для того, чтобы все-таки комплексно подходить к формированию одной из главных площадей города Якутска, мы этот конкурс затеяли. Вот. Кстати, Айсен Сергеевич на градостроительном совете сказала, а вот вы, архитекторы, вот и задумайтесь над этим. Вот мы по линии Союза архитекторов этот конкурс провели именно на формирование облика, потому что мы понимаем, что от этого зависит, как дальше будет развиваться площадь. Вот от того, какой дом появится по Петра Алексеева, зависит, что появится вместо 4-го магазина, останется ли он, каков будет характер застройки, каков масштаб застройки. И вот это задание легло в основу конкурса, и мы получили 8 очень интересных, разноплановых проектов, авторы которых вот сегодня у нас в студии как раз и есть. И мы их вынесли сегодня на обсуждение для жителей города. Ну, графически с ними через интернет-ресурсы ознакомились, наверное, почти все зрители. Да, наверняка. Да? Свое суждение они тоже, скажем, в комментариях бурно выносят. И что вы понимаете, хотят жители вот эту колодезную площадь, или как назовем, колодцевую площадь, или все-таки она сможет остаться площадью Орджоникидзе, Орджанкой, Пятаком, к которым мы привыкли? Ну вот итоги жюри у нас будут подведены, профессионального жюри, 3 марта на закрытии декады. Вот, не хотелось бы раскрывать какие-то наши там секреты, да, но очень важно, что этот конкурс сегодня взбудоражил все наше общество, наш город, и люди действительно пишут очень хорошие конструктивные замечания и предложения. Это более всего важно, вот, итог этого конкурса, что как люди хотели бы видеть развитие города. И, естественно, мы, как окружная администрация, будем к этому прислушиваться. Вот. А наши архитекторы, которые представили свои проектные проработки, там, свои интересные, там, я считаю, что все проекты очень интересны, потому что каждый имеет в основе какую-то мысль архитектора, как должен развиваться вот этот вот район города. Хорошо. И насчет полета мысли и тому подобных творческих вещей мы обязательно вернемся в 3-м блоке нашей программы, которая начнется сразу после рекламной паузы на национальном телевидении.
И третий блок. Вы смотрите программу «Не пропустите главное». В гостях у нас сегодня участники декады архитектуры, которые проходят в эти дни в столице нашей республики. И сразу у нас телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Говорите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. С чем связана любовь архитекторов наших к кристаллизации? Здания такие напоминают кристаллы. Когда, как якутская культура, наоборот, овальные формы, более такие мягкие, формы. Ясно. В основном. Понятно. Спасибо. Хороший легкий вопрос. С чем? Почему вы все уходите в грани алмаза? Вот так давайте я переиначу. К объемщику вопрос. Гена, может, ты ответишь? Давай, Гена. Да. Что сказать? Мы архитекторы, мы творим все новое. Архитектура сейчас должна быть современной, и мы тоже современные архитекторы, мы должны строить что-то новое. А что, нету, что ли, современных таких неких округлых форм? Ну, конечно, есть. Мы это тоже проектируем. Капля, не обязательно к примеру, кристалл. Да? Я бы тут еще бы добавил такое, что мы же архитекторы творческая личность, и каждый объект это архитектор как автор, он согласует с заказчиком, как согласовал, так и утвердил этот проект. Его авторское право, это его авторское дело. И вот то, что там кристалл, не кристалл, это уже как архитектор с заказчиком согласовали, утвердили, так и оно пошло. Прям как Леонардо да Винчи на службе у Медичи, да, который без одобрения вот этого самого заказчика не мог, в принципе, сотворить Мону Лизу. Хорошо. Мы на чем остановились? Все-таки на конкурсе, который по преображению, скажем, площади Орджоникидзе. Да, в рекламной паузе во время прозвучала очень интересная мысль. Так что все-таки сказал глава города, градоначальник? Глава нашего города Арсений Сергеевич Николаев на последнем градостроительном совете высказал пожелание архитекторам повысить горизонт планирования. То есть не смотреть, допустим, до 2032 года, а смотреть дальше, может быть, на 50 лет вперед и даже на 100 лет вперед. И с этой точки зрения, вот эта площадь Орджоникидзе, вот архитектурная организация, допускает строительство высотных зданий. И, кстати, в рамках декады к нам приезжали московские архитекторы, которые, градостроители, которые тоже высказали мнение, что пропорции площади, они допускают именно высотное строительство на этом месте, на месте 4 магазина. Сколько Но, этажей? кстати говоря, в своем варианте мы спроектировали две очереди строительства. Да? То есть первая очередь строительства у нас идет на месте сносимых двухэтажных деревянных домов, а вторая очередь на уже, то есть какой-то период времени 4 магазин может остаться, допустим. Либо может потом принять какое-то еще решение, допустим. Мы, например, сделали такой вариант. Какое-то гуттаперчивое решение, можно сказать. А Николай Николаевич утром говорил о неком амфитеатре. Люба, кстати, вы являетесь тоже участником этого конкурса. Может быть, чем ваш проект отличается от их проекта? Давайте попробуем. Мы в своем проектном решении не замахнулись на 16 этажей, то есть мы остановились на этажности от 5 до 9 этажей. При этом сохранили основной концепт площади, и разделили площадь функционально на две части. Разделили ее переходом, который несет с собой две функции. Это обзорная площадка и пешеходный переход, который так необходим, я считаю, для пешеходов, чтобы пройти от здания Лорпа к улице Петра Алексеева, получается. То есть по диагонали такая? По диагонали, да, то есть такой переход получается. Вот. Но этажей все-таки максимум 9. На этажности, да, мы все-таки остановились на 7 этажах. И с восходящей этажностью по улице Петра Алексеева до 9 этажей. А у вас сколько этажей все-таки было, прилегающие вот эти дома? У нас разноэтажные. У нас идет от итальянского дома идет 4, 7, 12, еще одна башня 12 и одна башня на углу Дзержинского, Черяева, 16 этажей. 16. Между ними у нас там запроектирована эксплуатируемая кровля, с выходом из ресторана
и гараж на первом этаже, Прям ну, теплая автостоянка, ну и прочее. Где-то... Те, кто посмотрел в интернете, они уже, наверное, ознакомились. Архитектор проектирует для человека, для обычного человека. Да, да. Вот. Я И хотел на это важно, надеяться, да. важно, чтобы сохранить пространство площади Орджоникидзе в нынешнем виде, потому что сейчас у нас это открытое небо, очень комфортное пространство на самом деле в центре города Якутска, оставить побольше воздуха, побольше света. Это важно. Это даже может положительно влиять на здоровье человека. Это тоже надо учитывать в архитектуре. Психологическое Да, здоровье человека, я бы сказал. Например, через 50 лет важно будет оставить побольше света, такого небесного пространства. Вот. Я так думаю. То есть Гена говорит о том, что его авторское решение наоборот, что этажность, Да, сколько у тебя ты предложил? чтобы оставить этажности сейчас в нынешнем виде. Например, 4-й магазин мы сносили, потому что у любого сейчас спросишь, да, оставить и у горожан, если спросишь, оставить или нет, они все скажут оставить, здание не трогать. А в архитектурном плане это здание может рухнуть в любой момент, не дай бог, и может там погибнуть, я не скажу. Да, это очень важно. То есть все участники, они спроектировали новые здания, то, что правильно. Но здание, такое назначение останется торговой точкой или это будет нечто другое? Ну, я считаю, этот центр и там предусматривать жилые квартиры, я считаю, нелогично, потому что это все-таки центр. То есть это административно-торговый центр. Административно-торговый центр. Но в то же время у нас же многие офисы сейчас пустуют, поэтому мы тоже думали над этим. Может быть, в одном варианте думали разместить на месте 4-го магазина гостиницу, ну, в связи с нашим активным развитием туризма, да. Но все-таки склонились к варианту жилья в итоге, потому что потребность все-таки у нас больше в жилье. Копите, граждане, денежку, чтобы купить... Но у нас предусмотрены там и торговые площади, и рестораны с выходом на эксплуатируемую кровлю. И Хорошо. Офисы есть. Простите мне, конечно, вот заколодезную площадь, да, все-таки я более чем надеюсь, что здравый смысл и тем паче, вот, как Геннадий говорит, психологическое здоровье человека, все-таки давайте отталкиваться чуть побольше от, скажем, тех же Медичи, да, и оставаясь Леонардо, в душе все-таки творить во имя человека, того согражданина, соседа и так далее, которые рядом с нами находятся. И в конце нашей передачи, в завершении, буквально несколько слов о самом трудном участке. Да. Следующий, возможно, год будет объявлен годом индивидуального жилищного строительства. В этом плане, у нас есть высказывание и градоначальников управления муниципалитетов, что Якутск должен иметь цивилизованный частный сектор. Вот в частном секторе какие механизмы есть у архитекторов, чтобы вот это прекратить, вот это вот кто во что гораздо? Но, к сожалению, сегодня у нас даже нет такого механизма, как выдача разрешений на строительство для ИЖС. Получают только те, кто планирует получить кредит, там, использовать материнский капитал. Да? На самом деле мы сегодня уже пришли к пониманию того, что вот на последней сессии депутаты, кстати, это озвучивали Якутской городской думы, о том, что в городе Якутске сегодня есть утвержденные действующие, реально действующие правила землепользования, но нам необходимо этот документ наращивать до правил застройки. Правила, определяемые нашим обществом. Каким должна быть застройка, какой должна быть застройка, какие дома, какие материалы, какой этажности, какого архитектурного стиля. То есть это все можно прописать в правилах, чем, собственно говоря, пользуются все европейские города, все мировые города. Даже какого цвета, да? Даже какого цвета, какое ограждение, там, какие газоны, высота этих газонов. Я бы хотел жить в таком городе. Я думаю, что все сегодня здесь присутствующие тоже хотели бы видеть свой город, родной город, таким же процветающим, красивым, вдохновляющим, я бы сказал, да, то есть inspiring на что-либо. Это наша общая задача, и отрадно, что вы воспринимаете как следует необходимость того гражданского порыва, когда все горожане должны вкладывать свою лепту в дело того, каким будет
выглядеть столица нашего северного края. И я хотел бы поблагодарить на самом деле. Мы все разговорились только ближе к концу. Может быть, моя вина в том, что вас как следует не разговорил. Да, тему надо было сразу в лоб начать. Да, каким будет выглядеть площадь Орджоникидзе, все-таки малоэтажным или многоэтажным? Ну, моя ошибка, может быть, как ведущего, но все-таки принципы архитектуры, значение архитектуры и то, что архитектура, вот как я вначале говорил, это все-таки и кисть художника, и стамеска обычного каменщика. Да? То есть она сочетает в себе такие, может быть, на первый взгляд несочетаемые вещи, хотя в нашей жизни из всех вот этих кирпичиков, из шлакоблоков и так далее выстраивается целый ансамбль, который называется «Облик нашего города». Спасибо всем, что приняли сегодня участие в нашей программе. Не пропустите главного. С вами был Дмитрий Аргунов и представители декады архитектуры города Якутска, вернее, Республики Саха-Якутия. Увидимся.